Гендиректор Черноморэнерго на встрече с журналистами отметил, что высказывание депутата парламента Алмаса Джапуа, которое он озвучил на недавней встрече с представителями СМИ, о результатах парламентского расследования в отношении предприятия не отвечают действительности. Аслан Басария также рассказал предысторию событий, которые послужили созданию парламентской комиссии по расследованию. С сентября 2018 года у нас проходила проверка контрольной палаты. В феврале месяце уже нынешнего года возник вопрос запрета майнинга криптовалют, как вам известно. И несмотря на то, что уважаемый впоследствии председатель комиссии по расследованию РУП Черноморэнерго рассказывал нам о том, что прошло заседание комиссии на предмет веерных отключений, и в том числе предприниматели к ним обратились, на этом заседании речь шла исключительно о запрете майнинга. Соответственно, те предположения, которые делал председатель комиссии, у нас тоже есть предположение, что начало парламентского расследования, именно его инициатива, она была связана с запретом майнинга на территории Абхазии. В феврале текущего года под председательством депутата Алмаса Джапуа была создана парламентская комиссия по расследованию деятельности Черноморэнерго. В ходе расследования Черноморэнерго предоставила порядка 22 тысяч документов о деятельности предприятия с 2005 года. По словам Аслана Басария, за время проведения расследования Алмас Джапуа ни разу не обратился к ним для получения разъяснений. Уже в апреле парламентская комиссия продолжила свою работу с привлечением иностранных экспертов, что является нарушением закона о парламентском расследовании, отметил Аслан Басария. По этому закону нельзя привлекать иностранных специалистов к работе комиссии. Это черным по белому сказано в этом нормативном акте. На наше обращение в контрольную палату, потому что председатель сослался на то, что эта контрольная палата привлекает этих экспертов для того, чтобы уйти от ответственности в рамках закона о парламентском расследовании, где нельзя их привлекать, что контрольная палата их привлекла, мы обратились с письмом в контрольную палату. Контрольная палата нам ответила, эти ответы есть тоже здесь, можете ознакомиться с этими ответами, что они еще не подписали с ними контракт. Тем не менее, мы демонстрировали эту открытость. Соответственно, те доводы, которые озвучивает председатель о том, что они могли закончить комиссию в апреле месяце, не соответствуют действительности. Далее, что хотелось бы сказать. Аслан Басария также отметил, что согласно закону о парламентском расследовании, в период проведения расследования члены комиссии не вправе давать интервью средствам массовой информации, сообщать в публичной или иной форме о ходе парламентского расследования или оглашать свое мнение. Парламентская комиссия после завершения расследования на своем заседании принимает итоговый доклад. Итоговый доклад считается утвержденным только после принятия его парламентом. По словам Аслана Басария, итоговый доклад на заседании парламентской комиссии принят не был. Что председатель парламентской комиссии ввел в заблуждение посредством своих публичных действий как население, так и общественность о том, что итоговый доклад на комиссии был принят. Мало того, основным лейтмотивом того, что он давал пресс-конференцию, было как раз принятие итогового доклада на комиссии, якобы ему не дали провести сессию и поднять этот вопрос на сессии. Соответственно, это введение в заблуждение всех тех, кто его слышал. На пресс-конференции также выступил заслуженный энергетик Абхазии, заместитель первого директора Черноморэнерго в послевоенные годы Юрий Кучуберия. Он рассказал о переговорах, которые проходили между Абхазией и Грузией в вопросе распределения электроэнергии между двумя странами. Сказали, надо, значит, 50 на 50. Они тоже не согласились с этим, мы разошлись, доложили руководству республики. У нас были аргументы, которые мы потребовали от них. Они не могли от этого отказаться. И пришли к выводу о том, что приблизительно 40 на 60. 40 на 60 и поставили вопрос, что вся электроэнергия, которая будет идти в Абхазии, она будет идти бесплатно. И когда мы потребовали о том, что это уже на бумагу перенести, подписать соглашение,
Они категорически отказались. Категорически отказались, этого не будет никогда. Но даем слово, что это наше обещание будет полностью выполнено. И, кстати говоря, она с сегодняшнего дня выполняется 40 на 60. Комментируя обвинение Алмаса Джапуа о том, что Ингургэс находится не на балансе у Черноморэнерго, Аслан Басари отметил, что часть станций, находящейся на территории Абхазии, является собственностью абхазского государства. Вне зависимости от балансовой принадлежности, то есть если даже он не стоит на балансе у РУП Черноморэнерго, имущественный комплекс Ингургэс является государственной собственностью. На основании постановления Верховного Совета Республики Абхазия от 1992 года об утверждении постановления Президиума Верховного Совета Республики Абхазия 1991 года об обеспечении экономической основы суверенитета Абхазии. Если нам поставят задачу поставить на баланс Ингургэс, мы его поставим. Но теперь давайте поговорим чуть-чуть о другом. Дело в том, что постановка на баланс для председателей, которые не понимают, о чем они говорят, несет за собой колоссальные, серьезные расходы. Мало того, нужно умудриться поставить на баланс имущество, которое без другого имущества функционировать не может, которое находится на территории Грузии. Но даже если это мы сделаем, чисто документально мы можем это сделать. Мы, я когда говорю, абхазская сторона. Вы знаете, какая ситуация сложная в энергосистеме. У нас не хватает постоянно ресурсов эксплуатировать сетевой комплекс, не то что производственный. Гендиректор Черноморэнерго Аслан Басари также прокомментировал высказывание депутата парламента Алмаса Джапуа о том, что между грузинской и российской стороной налажена система взаиморасчетов, и факт закупа Абхазии электроэнергии у России и суммы за нее не соответствуют действительности. Дело в том, что система взаимодействия по перетоку электроэнергии, когда у нас проблемы в водохранилище, она лежит в плоскости взаимодействия межправительственной комиссии Республики Абхазия и Российской Федерации. Мало того, эти все документы, да, их венцом является протокол межправительственной комиссии, который впоследствии бюджетируется, в том числе тем депутатам, который дает эти пресс-конференции. Аслан Басари также опроверг обвинение Алмаса Джапуа о том, что вся электроэнергия, поступающая в Абхазию, не потребляется на месте, так как ее продают другим государствам. Аслан Басари отметил, что на всех переговорах с грузинскими энергетиками абхазская сторона отстаивает интересы нашего государства. Соответственно, есть очень много различных моделей, которые обсуждаются каждый раз на переговорах. Каждый раз. И все эти переговоры носят характер поиска этой модели взаимодействия. В очередной раз, да, мы пытались найти модель взаимодействия. Она заключалась в следующем. У нас есть 40% определенного объема, то есть доли, да, от выработки. И в случае, если мы потребляем меньше 40%, то есть эта электроэнергия высвобождается на Ингургэсе, естественно, мы дарить эту электроэнергию не хотим грузинской стороне. И, соответственно, мы говорили о том, что если мы снизим это потребление, чтобы эту электроэнергию у нас приобрели. Вот о чем идет речь. Также гендиректор Черноморэнерго предъявил письмо СГБ Абхазии о том, что уставные документы ООО «Ингургэс» были переданы ее руководителям службы госбезопасности Абхазии. Кроме того, Аслан Басари предоставил копию этих документов, в которых единственным учредителем ООО «Ингургэс» является грузинское государство. Завершая пресс-конференцию, Аслан Басари сделал заявление, в котором обратился к правоохранительным органам республики с требованием разобраться в сложившейся ситуации. У человека, оказывается, такие факты, и он дает нам возможность дальше работать. Вот это и называется укрывательство. В связи с изложенным требую немедленного возбуждения следственных действий в отношении озвученных обвинений с истребованием всей доказательной базы у соответствующих лиц. В рамках пресс-конференции Аслан Басари ответил на все интересовавшие журналистов вопросы. Алика Трапш, Томас Чиковани, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение.